Врачи и медицинские сестры, работая в так называемой красной зоне, с самого начала распространения пандемии коронавируса в республике спасли десятки тысяч человеческих жизней. Сами погибали, но пациентов спасали. Работали в сложнейших условиях, не имея полноценного оборудования и защитных средств, и даже нередко за свои деньги покупая в аптеках защитные маски. Они выполняли свой профессиональный долг, продолжают выполнять его и сегодня. Но, к сожалению, не все люди одинаково относятся к таким понятиям, как профессиональный долг и обязанность. Межведомственная рабочая комиссия, которая была создана для выяснения всех обстоятельств создавшейся ситуации с коронавирусом и внебольничной пневмонией в стране, подвела предварительные итоги своей работы. Надо признать, итоги совсем неутешительные и даже удурчающие. Например, члены рабочей комиссии пришли к выводу, что дезинфекция улиц, которая проводилась в городах в самый пик распространения вируса, была пустой тратой средств и сил. По их мнению, такой метод обработки не только малоэффективен в противодействии распространению коронавируса, а наоборот оказывает негативное влияние на здоровье населения. Государственная политика в сфере лекарственного обеспечения показала свою несостоятельность, поскольку в разгар пандемии люди в аптеках не могли приобрести необходимые препараты, а если и находили, то приходилось покупать их в 3, а то и в 5 раз дороже обычного. Ценовая накрутка фармацевтических компаний на самые востребованные лекарственные средства варьировалась от 30 до 60%. Не каждый житель республики может позволить себе такие дорогие препараты. Мораторий на проверку бизнеса, введенный в республике, лишил Департамент лекарственного обеспечения возможности контролировать цены в аптеках, пресекать необоснованные повышения в период пандемии. В ходе совещания по актуальным вопросам в системе здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков отметил, что на сегодня одной из первых задач стоит выработка четких подходов к решению данных вопросов. Цель созданной независимой комиссии – объективный анализ причин сложившейся ситуации в период июня-июля 2020 года, а также разработка конкретных мер и предложений для недопущения в дальнейшем повторения таких же событий. ИО главы правительства акцентировал внимание на том, что дальнейшая цифровизация реестра ввозимых в страну лекарственных средств через единую систему позволит защитить рынок от контрафактной продукции. Внедрение механизма автоматической регистрации и перерегистрации лекарственных препаратов позволит исключить коррупционные схемы в Департаменте лекарственных средств. Тему продолжит Надежда Усова. Итоги по изучению работы госорганов в период пандемии коронавируса подвела межведомственная комиссия. В нее вошли врачи, волонтеры, журналисты и родственники жертв коронавируса. Так, по результатам работы члены комиссии пришли к выводу, что причинами, повлиявшими на рост числа заболевших, послужили в первую очередь недостаток знаний, отсутствие средств защиты, устаревшее медицинское оборудование, паника населения и, конечно же, расходование колоссальных средств не по назначению. Много сил оперативного штаба было брошено на ограничительные меры, блокпосты, закрытие соцобъектов и дезинфекцию, когда надо было обеспечивать больницы. Большое количество медицинских работников были задействованы на блокпостах. Это очень малоэффективный метод. И, кроме того, тот объем работы, который проделывались медиками там, могли проделывать и работники силовых структур, волонтеры, ну и другими лицами. Также для обсервации медицинских работников были задействованы целые бригады медиков, хотя на обсервации зачастую находится здоровый контингент. При появлении симптоматики их уже переводят на другие соответствующие отделения. И замер температуру, сатурации могли проводить даже сами наблюдаемые. Это отнимает значительные финансовые и кадровые ресурсы, потому что оплачивается все с эпидфонда, и там большие деньги.
По мнению членов комиссии, республиканский штаб принял меры с опозданием. Массовую смертность удалось предотвратить только благодаря работе медиков, созданию мобильных бригад, дистанционную работу, самоизоляцию, масочный режим, работу горячей линии и волонтеров. Межведомственная комиссия подсчитала, что с июля по ноябрь в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии умерло около 6 тысяч человек. Что более 60% умерших у этих людей отмечались другие фоновые заболевания, такие как сахарный диабет и так далее. Какая взаимосвязь? Либо эти заболевания отягощали ковид-инфекцию, приводили к летальному случаю, либо наоборот, ковид-инфекция повлияла на эти заболевания. Это предстоит еще изучать, потому что на самом деле мы сейчас только вот в начале, так сказать, исследования этой инфекции. Большому распространению коронавируса послужила и паника людей. Врачи не были готовы к такому большому количеству заразившихся. Отсутствие средств защиты поставило под удар и самих врачей. Повсеместно открывающиеся стационары оказывали помощь населению, но туда обращались даже те, кто не болел коронавирусом, говорят члены комиссии. Врач-то не мог, который находился в дневном стационаре, назначить адекватное какое-то лечение. Вы поймите, не имея ни результатов анализа, не имея даже времени на осмотр этого больного и на какую-то такую элементарную функциональную диагностику, какое лечение он может назначить. Поэтому здесь было неконтролируемое лечение. Просто чаще всего получалось так, что больные сами приезжали, говорили: сделайте мне вот это, сделайте мне вот это. И ответственности за это никто не нес. Между тем, свою выгоду от пандемии извлекли фармкомпании. За ними не было соответствующего контроля. Поэтому копеечные лекарства стоили целое состояние. Все помнят, как не хватало масок. А если они и были, то цена на них не соответствовала рыночной. То же самое происходило и с гуманитарной помощью и лекарствами. Национальный госпиталь. Большое количество всяких видов оборудования на сумму, превышающую 20 миллионов сумм. То есть то, что департамент утверждает, что им передал, они по данным Нацгоспиталя не подтвердилось. И обратно тоже есть. То есть Нацгоспиталь говорит, что получил от департамента пульсоксиметры, а в данных департамента этих пульсоксиметров не было. Расследование комиссии выявило случаи, когда государство покупает индивидуальный защитный костюм за 6 тысяч сомов, хотя реальная его стоимость 600-650 сомов. Еще немало подобных расхождений озвучила исполняющая обязанности вице-премьера Эльвира Сурабалдиева. 15 мая, когда был разработан третий протокол, он пролежал в кабинете у определенных чиновников по непонятным причинам. То ли это бюрократия была, то ли это другие какие-то причины. С 15 мая до 18 июня. Прошло еще 2 недели, и только 1 июля наши фармкомпании получили перечень лекарств, которые можно завозить в страну для лечения коронавируса, согласно третьему протоколу. И пока они заказали, привезли, прошло еще 2 недели. Вот это, предварительно то, что мы узнали. То есть вот отсюда и был дефицит, бешеный дефицит и огромный скачок цен. Также был сделан вывод об отсутствии четкой и прозрачной системы приема и учета медицинской и гуманитарной помощи, полученной во время вспышки. Выявлены расхождения между представленной информацией и гуманитарной помощью, представленной больницами. Между департаментом лекарственного обеспечения и организациями здравоохранения идут расхождения в данных. Значительные расхождения, да, то есть это говорит о том, что в отдельных случаях, да, там прям факты того, что эта гуманитарная помощь продавалась на рынках. Учитывая все эти факты, Минздраву поручено подготовить план мероприятий по устранению недостатков в системе здравоохранения. В ходе работы комиссии мы неоднократно подчеркивали то, что медицинские работники, наши врачи, в том числе специалисты высокого уровня, руководители, которые были непосредственно задействованы в этом процессе, они не должны понести ответственность, и к ним не должно быть предвзятого отношения за ту работу, которую они выполняли в рамках своих полномочий. Наши врачи героически спасали жизнь. Ни одна страна в мире не была готова к этой пандемии. Конечно, мы
принимали все необходимые решения в тот период. Были определенные упущения, мы должны об этом открыто говорить. Но наша с вами основная задача сейчас сделать так, чтобы больше эти события не повторились. Мы должны дать общественности открытую информацию по уровню смертности, а также разработать четкий план действий по реформированию системы здравоохранения с целью повышения ее готовности и реагирования на такие случаи. Сейчас следственными органами ведется расследование 14 уголовных дел в рамках борьбы с COVID-19. Возможно, после озвученной информации, представленной межведомственной комиссией, будет возбуждено еще не одно уголовное дело, сказали члены рабочей группы. Отметим, отчет комиссии будет передан следственным органам и рассмотрен на заседании Совета Безопасности. Надежда Усова, Руслан Сабатаров, Алато 24. Итоги недели.